7-й месяц собаки. Но я от него в этом году пока ничего не буду ждать. Он просто привыкает к тайге, таежной жизни, запахам, к шумам. Он ходит стороной, отходит где-то метров 25-30 от меня. Я не против, пусть ходит стороной, спереди, но ни в коем случае сзади. Это противно, когда ты идешь, и собака тащится сзади тебя. И еще в пятки попадает его морда. Это меня бесит, честное слово. Это уже не собака, а это уже фиг знает что. А это нормально. Вот кобель, ну он позже будет работать, я думаю, но видите, он должен идти впереди тебя. Он впереди тебя, ты смотришь на собаку, видишь где-то что, слышит, в какую сторону смотрит. Он может и сейчас еще не догадается где-то что-то залаять, но ты на него, когда смотришь, видишь, в какой стороне что творится, где птица или еще кто пробежит. А со временем уже собака всему свое время. Может, полгода будет работать, в 7 месяцев, 8 месяцев, может, 3 года. Не знаю. Посмотрим. Все это будете видеть на моем канале. Осенью будет охота, посмотрим, кого-то залает или нет. Будем ходить по тем местам, где есть звери и птицы. Вот так. А сейчас пока пусть привыкает к запаху тайги. О, хорошо как. Так, я думаю, уже здесь близко дорога. Будем возвращаться. И в следующий раз, тоже тут тропинка какая-то. В следующий раз ходим где-то через дней 10, наверное, за грибами. Так, ну где-то что-то, какая-то тропинка тут есть. Вот так, да, вот дорога. То, что нам надо. Все, ребята, будем возвращаться. Такой поход у нас. Где-то час-полтора, наверное, мы уже находимся в тайге. Я все снимать не стал, просто вот некоторые моменты болтаю и иду. Эта дорога тоже поднимается. Так, эта дорога поднимается. Но эта дорога в тупик попадает. В тупик. Потом дальше идут тропинки по просеку и тоже в большие болота ведут. Много я топтал эти дороги. Пошли, туда. Лак. Бежит собака. Молодец была, молодец. О, видели? Сразу выходит вперед. Так что имейте в виду, кто первый раз с собаками. Ла. Тебе, да, молодец. Да. Да, и потеряли тебя подписчики. Да, пошли. Серьезный кобель растет. Даже вчера тоже комментарий был. Пишут, что хотят овчарку взять. Ну, щенка. И можно или нет, говорит, назвать овчарку Туланом. Ну, это, ребята, на ваше усмотрение. Что кому как нравится, какая кличка. Я Тулана тоже вот назвал. Ну, цвет Тулана, цвет куницы. Из-за этого. А куница у нас по-нашему Тулан. Поэтому я назвал Туланом. По цвету. Цвет подходит. Тоже кличку очень много выбрал. Я Яндексе смотрел. Не люблю повторяться. Этих бобиков, шариков миллионы. А я назвал, чтобы не повторялось так. Такая кличка была. Цветы такие интересные тут. Туда.
густой лес. Помните, тут тоже вырубка вроде как была. Небольшая, дрова. Делянку отводили. Дрова вроде здесь заготавливали. Я тоже здесь 10 кубов, наверное, выписывал или сколько, или меньше. Не помню уже сколько выписывал тоже. Вывозили. Было дело. Лесник еще с Кирова вроде был парень. Приезжал к лесничий. Так, идем дальше, в общем. Идем дальше. Ну, следов человеческих никто еще тут. Так, ну да. Где-то очень давно, очень-очень давно кто-то ходил. А так, пока следов никаких нету. Ну вот. Все. Пойдем, наверное, еще к речке сходим. Что-то хочется еще речку поснимать, показать. Вот так вот. И пулан ко мне уже подходил. Это следы. Так. Тут что за тропа? Везде какие-то тропы интересные. Смотрите, какой хороший мох для постройки дома. Вот смотрите, какой мох, как ковер вон. Здесь, если вот это собрать тут пилой, вон, смотрите, как пушистый, хороший мох. Скажем, баню, если построить, этот участок вполне хватит. Здесь не знаю, сколько мешков можно собрать, но мох хороший, вон. Наступаешь, и вон как. Очень хороший мох. Так, какой-то столб я увидел. Здесь развилка, дорога вот налево. Вот здесь налево поднимается, и здесь направо. Вот смотрите, столб, ну, столб пустой, полугнилой, старый. Если, скажем, делянку отводить, тут леса нету. Там буквально там, так, 4-15 метров на высотой только сосну. И то вот эта дорога поднимается вот на Вишерское болото, о чем я говорил. Там мы круг сделали, вон там поднялись, перешли эту дорогу, круг такой сделали, и по этой дороге уже пришли. Ну, тут развилка, ну, видите, развилка тут, паутина такая, вон, интересная такая. Пусть комаров ловит. Уф-уф-уф. Но обычно идешь, и человек больше натыкается на паутину, чем комарье. Ну вот уже здесь тропа. Здесь по этой тропинке вот поднимаются за 8 километров пешком за клюквой. Собирают килограмм 20 и обратно вот 8 километров надо идти. 16 километров пути человек, 20 килограмм собирает ягоды, клюквы. И, скажем, если 70 рублей килограмм, 1400 рублей в день зарабатывает. 16 километров, 1400 рублей. Это уже сильно сказано, 70 рублей. Бывает, что и ягоды дешевле, там, рублей 50 там, или, ну, возле за деревни, там заречье, там, конечно, болото тоже есть, но и народу там, знаете, сколько там собирают там с утра, после уроков еще школьники сходят, там народу много, и быстро так пройдут, и как будто и не было ягод. И потом уже после того, как там закончится за речье, там уже начинают люди подниматься выше. А здесь бездорожье. Здесь дороги нету, чтобы на чем-то куда-то доехать. Идут, ходят пешком. Следы свежие тоже. Кто туда-сюда ходил. Маленькие следы где-то
38-40 размер обуви. Ну, вон видно, как следы. Кто-то, или женщина, может, кто-то ходила, или вообще непонятно кто. Кто-то тоже проверяет, может, какие-то ягоды или грибы. Но я уверенно могу сказать, что сегодня 13 июля, и в Нивширских лесах грибов пока нету. Это я сам посмотрел, проверил. Пустой иду, вот, руки не заняты. Вот. Я обычно, если собираю в таких местах грибы, я в пакеты собираю. И на видео очень меня ругают, что я не умею собирать грибы. Ай, блин. Вот, почитаешь эти комментарии, и я не знаю, что ответить. Как это, ну, в пакет. Пакет удобен тем, что веса нету. Я знаю, что много не насобираю, если с пакетом иду. Там на жарко я заберу. Беру только шляпки от грибов. Никогда ноги не беру. Шляпку наполовину ломаю, чтобы не было червей. Если черви есть, я выкидываю. За это меня русские ругают. Но я червей есть, кушать не буду. Имейте в виду. Меня воспитали так. И в моей семье все так собирают грибы, и с червями как-то противно же есть, ёпты. А городские, смотришь YouTube в городе, все подряд. Ну, что там нашел? Клан. Фу, блин, подай какой. Птица какая-то. А в Ютубе там собирают целый кузов машины с ногами, с такими шляпками. Не смотрят, что там кто-то, какая-то червь есть. Все собирают. Целый кузов. Рады такие. Радостное лицо я вижу. А что там кушать? Там одни черви. Там домой приедешь, там замучаешься, там чистить. Я не знаю, такой аппетит у людей. Фу, блин, противно даже. А я собираю чистые грибы. Черви я домой не таскаю. И то вот шляпку принесу, вот, скажем, я соберу грибы, там пакет. И то уже, когда я чищу, там треть пакета я еще выкидываю, потому что вот находишь еще от червей, которые мелкие или еще вот, когда ты ломаешь, там вроде гриб чистый, а на четвертинку ломаешь, и там уже находятся эти черви. Так, еще отошел это место посмотреть. Здесь вот что видно, везде кругом эти кусты черники. И вот я смотрю сейчас ягоды. Фу. Ай, гудит. Не знаю, звук слышно, нет. Из-за того, что все гудит в лесу. Комарья. Вот. Иду, смотрю. И кусты такие. Мелкие такие. Ягоды, вот вижу. Штучные даже, но. Ну так. Немного, очень немного. Но для рябчиков, для глухарей еще ягоды, я смотрю, будет. Ну, а чтобы стать богатым после того, как собрать эти ягоды и сдать. Ну и цена, думаю, в этом году на чернику тоже будет хорошая. Хорошая, думаю, будет. Потому что ягод мало, а черники всегда Россия принимает чернику. Ну да. Не густо. Надышались хоть. Надышались свежим воздухом, как говорится. Кое-как, но видно
следы квадроцикла. Прошлогодние. Здесь кто-то на квадроцикле видел. Видимо, поднимался. Но я уже возле поля. Я уже на поле выхожу. Так. Здесь канал тоже надо перейти. Но что-то рубили. Рубили какой-то мост. Тут делали, видно. Может, для квадроцикла или еще. Техника, конечно, она хорошая, но не, он мне нужен. Даже и не хочется, чтобы у меня был квадроцикл. Где? Вот так. Здесь, наверное, переход для него сделали. Или может и люди просто для себя сделали. Такой мост нехитрый. Ну, конечно, вот здесь тоже человеческий рост. Нехорошее место, но квадроциклом проезжают. Но он узкий тоже, не такой широкий. Ну, вот и все, вышли. Так. Интересно, вот тут тоже следы квадроцикла. Но туда я и не буду идти. Вот мы там заходили, где-то отсюда, где-то с километра, наверное, чуть в стороне. Здесь вышли. Давайте по полю, наверное, пойдем. По полю здесь, наверное, думаю, канава будет. И через канал пройдем и по полю спустимся. Ну да, и выйдем на этот, к речке сходим. В сторону речку, на горке там еще посижу. И обратно возвращаться. Здесь трава, конечно. Трава самая то очень много травы. И густая трава, не такая, что вот пустые места. А вот здесь, если скосить, очень много травы. Так. Вон собак не видно. Идет и не видно. Тебе да. Нашел меня. Свистанул, позвал, думаю, найдет, нет. В какую сторону бежать. Он и пес найдет. Но я смотрю, вот на ушки у него. И думаю, не такой он зверевой будет. А может, и ошибаюсь. Но у зверевых собак между ушками, там вот, у него практически промежутка нету. А должно быть где-то вот чем шире между ушами этот, как его, промежуток, тем шире, тем он злее. А у него практически нету этих промежутков. Ну вот здесь квадроциклом тоже гоняют. Ну здесь-то проходимо. Вот весенние следы еще весной видно. Ходили тут. А посмотрим. Осенью покажет там. Встретимся с медведем там. Как себя поведет. Это 100% будет встреча с медведем. Уверен. Опять где-то в канаве потерялся. Еле потерял. Потерял. Пускай ищет.
Потерял. Так долго искал. Вот так бывает. Да, так и потеряются, могут потеряться щенки. Вон, иди. Ничего, раз, второй, научишься. Всему свое время, будем учить. Ко всему. Один раз, ребята, у меня щенок тоже был. Ну, как щенок. Взрослее, наверное, этого уже было. Также, вот именно так же сходили в лес. Сходили. Я вышел на поле, и, но не идет собака еще. Думаю, догонит. Должен догнать. Там кобель был. Нет, домой пришел, а собаки нету. Вот, блин, думаю, я расстроился. Сейчас собаку потерял. Потом обратно пошел в лес. Слышу, лает. Лает и лает. Что за фигня, думаю. И фу. Здесь ветерок хоть. Короче, лает и лает. Оказалось, он в тайге, в середине тайги. И там такое поле. Пустырь такой. И знаете, как фильм «Ви», наверное, смотрели? Да вот мелом кружок так делала, чтобы «Ви», ну, эти... Короче, всякое, как же, черты всякие, блин, не заходили к нему. Он такой поляне, ну, как поляна, 30 на 30, такое пустое место, где вот деревья нет. Он там бегает по этой поляне и в тайгу не может зайти. Я со стороны наблюдаю. Бегает и давай звать его. Потом услышал и на меня пришел. Почему так? Почему он там все время бегал и не мог выйти оттуда? Что-то хрен его знает, необъяснимо это вообще. Для меня так и осталось загадкой. Вышел на поле, чистое поле уже, до Алексеевки такие поля идут. Там ручеек, конечно, будет, ручей, Кучерёй. За ручьем там тоже такого поля везде. Вот это колхозные поля. Это здесь еще сено заготавливают. Колхозные поля. Машина. Ну, уже к трассе подходим. Недалеко уже. Вон там трасса в сторону Алексеевки, которая идет. Осторожно стал идти. Шумы какие-то слышит. Молодец. Главное, впереди идет. Вон там. До туда еще сходим. Поглядим, что там. Как. И обратно уже пойдем домой. Хорошая прогулка получилась. Что там? Что? Что там увидел? Мужчина набегает. Пошли. Туда. Туда. Мама. Собака. Идти даже собака не может. Такой высоты трава. Но выше колена. Густая трава такая. Может там весной они колхоз это все, ну, удобрением удобрял или я не знаю. Но трава хорошая тут. Очень много, наверное, наберут здесь травы. Корма для скотины. Ага. Получил талант. Не может идти, и за мной вот бежит. На монозе, монозе. Вот. Сейчас там должна быть тоже тропинка, там люди ходят.
Люди ходят там на машине на пикники, заезжают. Одно из красивых мест наших. Там пилорама. Здесь частники тоже. Лес пилят. Лес пилят. Вот. Изо всех уголков, как и говорил, можно увидеть церковь. Вон. Везде виден. Ты хоть откуда все равно увидишь. Потому что на самом высоком месте строится. Думали, что здесь построят. Не знаю. Кому что. Я не сторонник таких церквей, храмов, блин. Так. Ромашка, смотри, какая. Такой кустик вырос, растет. Вот здесь уже меньше. Вот здесь какая-то вон тропинка. Уже топтать траву не будем, по тропинке пойдем. Здесь дорога должна быть. Ага, вот она. Машинная дорога. Интересно, даже скосили тут. Но это частники скосили. Этот участок. Фу, запах, конечно, травы. Я не знаю, от чего. Какой невкусный, или долго уже лежит, или чего. Ну вот наш ручеек. Вот так вот. Хорошо здесь. Ветер дует. Что-то там какие-то птицы сидят. Чайки, я думаю. И если сравнить, ребята, вот я на Вычегде поснимал речку, какая на Вычегде, и вот наша речка. Думаю, разницу видите. О глубине уже я не говорю. Вот здесь вот вообще, там за островком вообще там высохло все. Ну и думаю, еще вода есть лишняя, где-то сантиметров 10 уровень воды. Иди гуляй. Ну, на моторная лодка вот здесь вот и проезжают, более-менее там вообще. Вот такое место красивое. Все зарастает. Там вот за речью все было поле. Все поле, а сейчас уже лес. Там выше тоже поле, там здесь везде раньше лесопун там разделывал лес и такие бунты, а потом толкали и сплавляли лес по речке. Там тоже гидросъем был, здесь тоже вот, на лёды, на речку как бы складывали лес. А в определенное время уже, когда вода начала падать, уровень воды весь, троса рубили и все, этот лес уходил по течению. Вот так. Здесь, конечно, гора очень большая. Думаю, землянику здесь можно собирать тоже. Земляника должно быть очень много тут. Вот такие дела. Ну, кружок, конечно, сделали хороший. Мы там зашли, здесь вышли с тайги, прошлись. Хорошо. Сейчас время 6 часов утра сейчас. Именно 6 часов, я смотрю. Вышли где-то после 4. Хорошая прогулка получилась. 13 июля. Вот так вот. Ну все, ребята. На этом буду этот поход заканчивать. Здесь любят наши односельчане, любят здесь посидеть, шашлыки, пивцо. Все это дело здесь делается. Очень хороший вид, красиво. Всегда ветер здесь днем дует. Можно посидеть и днем. А безветренную погоду от комаров ты никуда не спрячешься. Везде тебя найдут, достанут. Вот так вот. Надеюсь, понравился этот поход.
Если понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. А на этом все. Всем пока. Вон. Сожрет, блин. Возлюка. На машину прыгает, блин. Всех разбудил, кобылей. Думаю, хочет подраться. Ну, вон. Вон. Старые песики. Так, пошли. Все, наш перекресток. Там уже школа. Ну, лок. Все, Тулан на месте. Нагулялся сегодня. Да? Айда ревнует. Айда, поспать нельзя. Да. Никаких сегодня гуляний для тебя не будет. Да. Вот Тулан. Перегородка между ними. Такая перегородка. Угу. Да, кобылина? Нагулялся сегодня? Айда сидит. Сиди дома, не гуляй. В следующий раз до первой избушки съездим. А сейчас пока дома сиди. Все.